Всем еще раз доброго утра, хорошего настроения. Ты что, у тебя в телефон полез? Да просто, знаешь, я календарь перевернул. Вот и так с самого утра. Ну, кто забыл, сегодня 3 сентября. Но я думаю, что группы в соцсетях вам об этом напомнят обязательно сегодня. И не только они, но еще и мы тоже затронем эту тему. Мы желаем вам доброго, бодрого утра, ну и, конечно, хорошего настроения. Ну, может быть, посмотрим, может быть, нам Руслан не только напомнит, что сегодня 3 сентября, но и продекламирует песню целиком. Будем его просить об этом. Ну, а прямо сейчас давайте вернемся к последним новостям, в данном случае о погоде. Итак, в центральных районах 7-15 выше 0, в заречной группе плюс 9, плюс 18, в южных 13-23 со знаком плюс, в Вилюйской группе 7-13 выше 0, в Нижневенских плюс 7, плюс 15, в западных 9-16 со знаком плюс. В Колымо-Индигирской группе Усов 3-12 градусов тепла, в Янских плюс 4, плюс 9, на северо-западе плюс 4, плюс 10. Вот, кстати, видел кадры только что были прям дорога, как из американских фильмов. Я думала, это заставка пошла к чему-нибудь. Ну, а в столице сегодня в 6 часов утра температура 10 градусов тепла. Уже довольно-таки прохладно. Атмосферное давление 744 мм ртутного столба, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Сегодня днем в столице переменная облачность, ветер северный от 2 метров в секунду. Температура плюс 15 градусов. Ну, знаешь, вот пробежалась с утра, довольно-таки прохладно уже. Прям в пальто совсем не жарко. Но весной мы обычно говорим, что с каждым, каждый раз практически, что теплеет, теплеет. Сейчас как-то немножко Мы с ноткой грусти, да, мы говорим, что можно говорить, что похолодало. холодает. Но самое главное, просто напоминаем, что если вы спешите на работу или в школу с утра пораньше, да, нужно с собой что-нибудь взять, что-нибудь накинуть, потому что, правда, утром довольно-таки прохладно. Ну а сейчас давайте узнаем самые актуальные новости и передадим слово нашим коллегам. Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине. Мероприятие организовали в закрытом от СМИ формате. Во время приветствия российский лидер отметил, что тесное общение двух стран отражает стратегический характер российско-китайских связей. Он также назвал Си Цзиньпина другом и поблагодарил за теплый прием делегации России. Президент отметил, что завтра, 3 сентября, состоится масштабное мероприятие по случаю 80-летия победы над Японией и окончания Второй мировой. Путин также примет участие в торжественных церемониях, посвященных этой дате. Подчеркну, Россия искренне стремится к всестороннему развитию взаимовыгодных, равноправных и многоплановых отношений и с Китайской Народной Республикой, и с Монголией. При этом мы считаем важным, чтобы успешное сотрудничество по двусторонней линии дополнялось и обретало новые грани за счет трехстороннего формата взаимодействия. Это вполне естественно, потому что у трех наших стран много общего. Мы разделяем заинтересованность в совместном развитии политических, экономических и гуманитарных связей. А главное, Россия, Китай, Монголия являются добрыми соседями, и наши народы объединяют давние традиции дружбы и взаимной поддержки. Но уже с 15 сентября Китай вводит пробную безвизовую политику для россиян. Данные меры направлены на укрепление дружественных отношений двух держав. Изменения продлятся до 14 сентября следующего года. Граждане России смогут пребывать на территории Китайской Народной Республики без виз на протяжении 30 дней при предъявлении обычного паспорта. Целью таких поездок могут быть туризм, бизнес-встречи и посещение родственников. Раньше, напомню, российские путешественники были обязаны оформлять визу для поездки в Китай. Исключением мог быть транзит через страну. Пробная безвизовая политика следует сразу после встречи глав России Владимира Путина и КНР Си Цзиньпина в Пекине в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества. В сентябре также планируется и провести повышение пенсий после индексации. Пенсионеров старше 80 ожидает надбавка в виде удвоенной фиксированной части страховой пенсии. Так, сумма с 8 900 рублей увеличится до 17 800 рублей.
Такая же прибавка ждет и людей, получивших в августе этого года первую группу инвалидности. В случае, если пенсионер содержит иждивенцев, то надбавка составит 2900 рублей на каждого недееспособного члена семьи. При наличии у гражданина стажа работы на Крайнем Севере полагается доначисление районных коэффициентов. Также прибавки ждут пенсионеров, у которых начисление не доходит до уровня прожиточного минимума. Оформление надбавок при этом будет проводиться автоматически. В Парке Победы у мемориального комплекса «Якутск. Город трудовой доблести» состоялось мероприятие, посвященное окончанию Второй мировой. На площадке развернулась выставка макетов военной техники, которые сделали школьники, полевая кухня с традиционной солдатской кашей и горячим чаем, концертные и танцевальные программы под аккомпанемент живого баяна. Отмечу, событие организовано окружной администрацией города. Благодаря нашим друзьям-казакам приготовлена каша, которая будет угощать ветеранов, которые сегодня на концерте здесь у нас присутствуют. Вот такое большое событие. Ну и очень важно отметить, что здесь очень много молодежи, которые тоже могут посмотреть, что такое винтовка, как она выглядит, посмотреть, из чего стоит машина, оборудование и так далее. То есть это очень такое патриотическое большое направление. Мы видим, здесь у нас приходит молодежь в военной форме, которая будет поддерживать наших ветеранов, сопровождать их, помогать им с кашей. Ну и, соответственно, просто возможность погулять будет здесь очень хорошая. Ну, много интересных новостей, но есть и не очень приятные. После летних каникул дети поступают с синдромом раздраженного кишечника и постинфекционным и последствиям. Почему у детей осенью обостряются заболевания желудочно-кишечного тракта, когда нужно обращаться к врачу, какие овощи полезны в этот период и какие опасности несут в себе осенние заготовки, расскажет Наталья Иннокентьева, главный нештатный детский гастроэнтеролог. Доброе утро. Доброе Такая утро. достаточно серьезная тема. Дети, правда, сейчас приходят в школу и даже учителя сталкиваются, что много проблем. Да, много обращений в медпункты. Это чаще всего связано с тем, что изменение питания. То есть летом дети расслабляются, они ездят, отпуска, много овощей, фруктов. И к осени, к сожалению, это все сходит на нет или совсем уменьшается. И как раз-таки в это время у нас идет обострение инфекционных заболеваний. С этим связано вот то, что школьники начинают чаще обращаться осенью. И вообще желудочно-кишечные заболевания имеют свойство обостряться именно вот весна и осень. Это такая сезонность. Это также связано с гормональной системой нашего организма. Вот синдром раздраженного кишечника, особенно у подростков, что это такое и с чем это связано? Это вот такой синдром, в него входит очень много заболеваний. То есть это синдром, который мы должны, врачи, исключить. Да? То есть это синдром исключения. В него входят и функциональная диспепсия, и запоры, и диарея функциональная. То есть родители должны обращать внимание на жалобы ребенка. То есть если это длится достаточно долгое время, больше 6 месяцев, ребенка обязаны обследовать врачи, педиатры и гастроэнтерологи. Синдром раздраженного кишечника, он проявляется, может боли, у кого-то может с тошнотой, у кого-то может нарушение стула быть. То есть это очень такая большая, яркая клиническая картина, с которой нужно обязательно, конечно, разбираться с докторами. Ну, если взять такой вот пример, сбор урожая, бабушка делает закрутки, закатки, да? Вот как определить, что, мало бывает там, часто бывает, что закатки испорчены, да? И вот как понять, что их нельзя есть и какие опасности от них могут быть? Если мы говорим про домашние свои заготовки, мы должны обязательно следить за качеством продуктов, из которых мы делаем. Да? Если банка вздулась, помутнела, исходит какой-то неприятный запах, лучше от этой банки стоит отказаться. И самая важная опасность, которую я хочу сегодня отметить, осенью у нас, к сожалению, период отравлений. А с чем это связано? Связано это с уксусной эссенцией, которые мы очень часто используем в заготовках. Да? То есть родители начинают готовить, это все выставляется на стол, дети бегают, особенно маленькие, это риск как раз-таки для детей до дошкольного, садовского возраста, они могут схватить эту эссенцию и выпить или пролить. То есть эти случаи достаточно распространены среди нашего отделения гастроэнтерологии. То есть каждый сезон мы 1-2
ребенка принимаем с отравлением и ожогами от уксуса. Поэтому То есть уксус есть составляет, нужно- ну как вода, да, он прозрачная? стоит прозрачный, дети балуются, не знают. И вообще стоит, вот вы использовали, все, убрали верхний недоступный ящик, на который надо прям взрослому человеку подниматься, то есть совершать какие-то усилия. И оно не должно стоять в общедоступном доступности, месте. да. Ну, это все касается химических растворов еще. Ну, там же у нас, наверное, еще вот в этом году обилие грибов. Да. Вот как поступить? Не только же дело в том, что они вредны, да, дело в том, что это достаточно тяжелый продукт, Да. и для детей. Вот какая норма потребления, как это употреблять с осторожностью, как вообще приучать постепенно организм детей вот к таким сложным продуктам. Мгм. До 3 лет грибы категорически нельзя. С 3 до 7 мы можем употреблять в промышленные грибы, то есть это могут вешенки, это могут шампиньоны, то есть то, что продается в магазинах, да, замороженных. А все, что наше лесное, то, что мы сами добываем, да, на охоте, это мы должны ограничивать от детей вплоть до подросткового возраста. Потому что это очень тяжелый продукт, он плохо усваивается. И, конечно, надо собирать и готовить только знакомые грибы. То есть наугад, ну это похоже, это что-то такое. Мы такое ели в детстве, такого не должно быть. Мгм. Ну, вот еще такой вопрос вот, про чеснок. Помогает ли он от простуды и опасно ли его есть слишком много? И как его вообще стоит употреблять? Чеснок является природным антисептиком, мы при этом прекрасно знаем, но часто употреблять чеснок для людей, которые страдают хроническими заболеваниями желудка и хроническими заболеваниями желчных путей, там холециститы, гепатиты, нежелательно, потому что оно очень экстрактивное, то есть оно раздражающее действие. То есть нужно иметь норму, и, допустим, для детей с 3-летнего возраста, опять же, возможно употребление с пищей. То есть вы, когда в готовке, можете добавить чесночку, да? А просто употреблять кусками, это вот кусочками, это вот для привилегий больше для взрослых, и 1-2 кусочка в день хватает. То есть с осторожностью. С осторожностью, да. Ну, вот мы говорили о том, что осенью меняется порядок питания, то есть после лета, после фруктов, достаточно такого сбалансированного с точки зрения овощей и фруктов питания. Чем можно это заменить в осенне-зимний период с учетом наших климатических особенностей, ну и особенностей продуктов, которые у нас продаются? Осенью мы должны наладить наш режим, потому что лето все там, понятно, режим немножко сменяется. То есть мы входим уже в рацион питания, более такой наш, северный, это больше белка и больше жиров. И, конечно, нужно делать упор на кисломолочные и ферментированные продукты. Благо у нас капуста растет, очень много овощей растут, которые мы можем ферментировать. Да? Ферментация продуктов ведет к повышению хороших бактерий, можно сказать, да, и поддержки нашей микрофлоры и микробиоты. Поэтому ферментированные овощи, ферментированные вообще продукты нужно употреблять и можно употреблять маленьким детям с 2,5-3-летнего возраста. Допустим, квашеная капуста. Очень дешевый, очень доступный, и каждый человек может себе приготовить квашеную капусту. Но она несет в себе огромную пользу, потому что содержит в себе очень много витамина С, содержит в себе фолиевую кислоту, которой на севере очень не хватает. Поэтому нужно питаться уже к осенью, зима и весна, в рацион вводить ферментированные продукты. Ну и, может быть, в завершении нашей беседы такой некий итог. Какой должен быть рацион у ребенка вот, в осенний период? Обязательно завтраки, обязательные ужины, обязательно обеды. Да. То есть родители должны следить за тем, что ребенок ест. Это не, особенно это касается подростков, которым мы говорим, вот тебе деньги, вот там в школе есть столовая, ты поешь. Да? Родитель обязан следить за тем, что ребенок поел. И обязательно должен следить за тем, чтобы было разнообразие продуктов. То есть это должно быть мясо обязательно, должно быть красное мясо, должны быть овощи, достаточно фруктов. Ну, понятно, что есть сложности, но какие-то фрукты любимые можно давать периодически, 1-2-3 раза в неделю достаточно, но мясо и овощи должны быть в рационе каждый день. И обязательно надо помнить о молочных продуктах. Это может быть сыр, это может быть творог, это может быть какие-то вот ряженки, кефиры. Эти продукты обязаны быть в рационе каждого ребенка. Ну и витамины, конечно, да. Витамины тоже обязанность родителей. Каждое утро накапываем ребенку витамин D и отправляем в школу.
Мгм. Спасибо большое за такой подробный рассказ. Я уверена, что все задумываются о том, что, правда, пора приводить рацион питания ребенка в какой-то регулярный порядок, да, его содержание, ну, тем более, что школа, в общем-то, этому способствует. То есть уже есть график обучения, и в него можно подстроить и график питания. Спасибо. Спасибо вам. Но мы приветствуем всех, кто к нам присоединился, только открыл глаза, включил наш эфир. Знаем, с утра бывает тяжело, но мы знаем секрет, как взбодриться и начать день с улыбки. Сейчас мы включим вам идеальный утренний мотиватор, короткую, эффективную танцевальную зарядку. Доброе утро, меня зовут Ефимов Вячеслав, я руководитель танцевально-спортивного клуба по парам, и сегодня мы предлагаем вместе с нами сделать зарядку. Приготовили правую ногу, ручки поставили на пояс, меняем ножки на месте. 2, 3, в сторону шагаем один приставной шаг, ча-ча, раз. На месте. 2, 3, ча-ча, раз, 2, 3, ча-ча, стоп. С левой ножки шагаем вперед, основной шаг, 3, ча-ча, раз, основной шаг назад, 3, ча-ча, раз, 2, 3, ча-ча, раз, 2, 3, ча-ча, раз. Приготовили ручку, делаем раскрытие в одну сторону, 2, 3, ча-ча, раз, в другую сторону, ча-ча, повторяем, 2, 3, ча-ча, раз, 2, последний, ча-ча, раз. Поворачиваемся на месте, 2, 3, ножку в сторону ставим, ча-ча, раз. Поворачиваем ножку. Девочки, мальчики, танцуем. Вокруг себя вращаемся. Девочки, мальчики, танцуем. Второй раз. Девочки, мальчики, танцуем. Вперед шагаем. 1, 2, 3. По парам. Другой ножкой вращаем. Девочки, мальчики, танцуем. Переступаем вперед. Девочки, мальчики, танцуем. В другую сторону. Девочки, мальчики, танцуем. Ножку бросаем вперед. 1, 2, 3. Итак, все вместе с музыкой. На месте. 2, 3. На месте. Вперед, ручки, наверх. Раскрытие. Еще 2 раза. Поворотик. Ножка. Вращаем. По кругу. Вперед. Другая ножка. Вперед. Вперед. Ножка. Всем спасибо. Хорошего настроения. Ну, по-моему, взбодрились, да? Особенно, когда задумаешься, что, правда, начался учебный год, так смотришь, в школьной форме танцуют, весело, заряжаются, так что и вашим школьникам тоже нужно присоединяться. Раз потанцевал с утра и побежал в 1 класс. Но уже в последние дни августа немало людей по всему миру замечают, что руки сами тянутся к календарю, а глаза на прогулках ищут начинающие разгораться костры рябин. Этот день неминуемо приближается и наступает 3 сентября. Это день прощания, именуемый в народе Шуфутинов день. Песня, написанная в 1993 году Игорем Крутым и Игорем Николаевым, в 2023 году отметила 30-летний юбилей. Авторы не раз давали интервью и отмечали, что никакого сакрального смысла в дате не заложено, что слова сложились случайно. Песня была спета, вошла в концерт «Песня года 94» и забыта, но вдруг что-то произошло, и почти через 20 лет она взорвала интернет-пространство. Каждый год 3 сентября Игорь Крутой думает о том, что было бы, если бы песня была спета, а 20 сентября, 14 января или, может быть, даже 29 января. Никто этого не знает, а мы предлагаем вам спеть ее вместе с Михаилом. Пролетел желтый лист по бульварам Москвы. 3 сентября, день прощания, день, когда горят костры рябин, как
костры горят, обещая день, когда я совсем один. Я календарь переверну, и снова 3 сентября. На фото я твое взгляну, и снова 3 сентября. Но почему? Да, ну, в отличие от соцсетей, нельзя перемотать нашу передачу по телевизору. Но, в общем, друзья, мы поздравляем вас с 3 сентября. Ну, а какие еще события связаны с этим днем, расскажет наша рубрика «Даты и события». На календаре 3 сентября. Сегодня отмечают День Победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны. По народному календарю в этот день отмечается память святого Фадея. Если на Фадея небо чистое и солнце светит ясно, то того же можно было ждать еще на 4 недели вперед. Этот день в истории. В Москву из Владимира перенесена Владимирская икона Пресвятой Богородицы. Патриархом Московским и всея Руси избран Адриан, митрополит Казанский и Свияжский. Состоялась коронация императора Николая I. Состоялось бракосочетание Александра Грибоедова и 15-летней Нины Чавчавадзе. Великобритания и Франция объявили войну фашистской Германии. В этот день родились Диана де Пуатье, французская аристократка, фаворитка короля Генриха II. Луис Генри Салливан, американский архитектор и теоретик архитектуры. Фриц Прегель, австрийский ученый-химик, врач, нобелевский лауреат. Фердинанд Порше, немецкий автоконструктор. Сергей Довлатов, советский и американский писатель и журналист. Александр Аксенов, российский рок-музыкант. Именины сегодня отмечают Александр, Ефрем, Игнатий, Корнилий, Павел, Рафаил, Фадей. Ну, календарь памятных дат – это своеобразная лента времени. Но иногда, чтобы прикоснуться к истории, достаточно просто осмотреться вокруг. Вот, например, одна из центральных улиц нашего города – Курашова. Ну, а мы предлагаем вам перелистнуть страницу истории и узнать подробности об этой улице из нашей постоянной рубрики. Приветствуем, дорогой зритель! Сегодня вместе с тобой я бы хотела пройти по улице имени Курашова Ефима Ивановича. Курашов Ефим Иванович являлся командиром 2-го батальона 226-го Петроградского полка. Под его командованием был выигран Беслярский бой. За мужество и героизм Курашов был награжден орденом Красного Знамени и нагрудным знаком якутского ЦИК. Протяженность улицы чуть более 1 километра. На ней располагаются торговые центры, жилые комплексы, сухой фонтан, сквер труженикам тыла, Верховный суд Республики Саха-Якутия, памятная доска героям сельского хозяйства и школа номер 7. Курашовой улица стала с 1923 года. До этого она была известна как Громовая, а еще раньше как Парниковский переулок. Название произошло от имени известного предпринимателя, жившего на этой улице, Василия Парникова. На углу с улицы Казарменной, ныне известной как Орджоникидзе, располагался его двор. Также на углу с этой улицы располагались постройки известного торговца Гринштейна. На территории ныне стоящего Верховного суда был двор местного района. Позже там было Министерство местной промышленности, а затем и квартиры горожан. На другой стороне стоял дом казака Митрофана Большего. На этом же месте в 1945 году было возведено двухэтажное здание. Оно было создано специально для передовиков. Также на углу с улицы Большой, ныне это проспект Ленина, стоял синематограф и фотоателье полицейного Василия Приютова. Позже на этом месте обосновалась контора «Восток-кино», а в 1934-м – «Якут-кино», в 1936 по 1942 – городской кинотеатр. До нынешней улицы Пояркова улица Курашова не доходила. За улицей Ломоносова жили извозчики, рабочие, один казак и шорник. Только в 50-х годах началась активная застройка деревянными домами частными и государственными. Они были снесены не так давно. Вот такая интересная улица есть в нашем городе. Мне было очень интересно узнавать что-то новое о нашем родном городе и, надеюсь, вам тоже.
На этом я бы хотела закончить сегодняшний выпуск. Спасибо всем большое за внимание и до скорых встреч! Я думаю, мы непременно еще встретимся и с полезной информацией о наших улицах тоже. Но вот у вас сколько раз было такое? Звенит будильник, впереди куча дел, а на голове настоящий ураган. Знакомая ситуация, правда? Но что, если я вам скажу, что идеальная прическа – это не обязательно поход в салон и часы у стилиста. Сегодня наш эксперт покажет, как буквально за несколько минут с помощью обычного утюжка для волос создать стильный и аккуратный образ. Не верите? Смотрите сами. При помощи утюжка для волос можно сделать естественные кудри, которые не будут выглядеть как колечки. Для этого потребуется немного практики. Но как только вы овладеете техникой, то сможете сделать это максимально быстро и практически будете готовы к выходу на красную ковровую дорожку. Для начала необходимо подготовить волосы. Лучше помыть волосы за день до укладки и нанести пенку для волос, а затем высушить. Волосы должны быть чистыми и сухими, тогда локоны будут держаться лучше. Далее не забудьте про термозащиту. Термозащитный спрей создаст защитный слой между волосами и утюжком. Так вы не распушите волосы и не сожжете их. Настройте утюжок на минимальную температуру для вашего типа волос. Если у вас тонкие и не очень густые волосы, используйте настройки температуры ниже 150 градусов. Затем разделите волосы на секции. Чем гуще ваши волосы, тем больше будет секций. Начните снизу, от ушей и шеи. Держите утюжок почти параллельно голове, с легким уклоном в ту сторону, куда должен положиться завиток. Затем помещаете прядь между пластинами выпрямителя, оборачиваете утюжок вокруг оси и подхватываете хвостик прядки. Постарайтесь придерживаться одного направления. Легко накрутить пряди с одной стороны в одном направлении, а потом поменять руку и незаметно для себя изменить направление. Впрочем, даже если вы случайно закрутите волосы в разных направлениях, то, скорее всего, останетесь единственной, кто это заметит. Со средней скоростью протягивайте выпрямитель вниз, без резких рывков или длительных остановок, чтобы локоны получились аккуратными и одинаковыми. Вот и все, ваша укладка готова. Если вы хотите зафиксировать форму вашей прически, сделайте это при помощи лака для волос. В современном глобализированном мире как никогда остро стоит вопрос сохранения национальной идентичности. И один из ее главных столпов – родной язык. Есть в языке саха, знаешь, особенность, ни на что не похожая мелодия. Мелодия бескрайней тайги, сурового северного края и теплой души его народа. Вот такой особенный у нас язык. Ну и сегодня мы продолжаем изучать этот удивительный язык вместе с нашим замечательным преподавателем. Аламай күнінен күнді доғыттыр. Әхеге сахатылын үйретер тәттік берini көрәғыт. Только что вы услышали якутскую речь и наверняка заметили ее особенность. Аня, как тебе кажется, как воспринимается якутский язык на слух? Я думаю, что он певучий. Интересно, а почему он так воспринимается? Как ты думаешь? Наверное, потому что там очень много гласных звуков. Верно. В якутском языке наряду с краткими гласными присутствуют долгие гласные и дифтонги. Давайте вспомним их и повторим. Сначала краткий звук, потом долгий. А. И. О. У. Э. И. Тут важно помнить, что краткость и долгота гласных звуков в якутском языке могут повлиять на значение слов. Поэтому слушаем примеры и повторяем. Хас. Сколько копать? Хас. Коротко надо. Хас. Хас. А теперь с долгим звуком. Хас. Бровь или гусь? Хас. Быс. Режь. Быс. Коротко надо.
Быс. Быс. Ага. Теперь с долгим звуком. Быс. Занавес. Быс. Угу. Кус. Утка. Кус. Кус. Обнимай. Кус. Ись. Ись. Живот или пей. Ись. Шитье. Ись. Угу. Üсь. 3. Ись. Теперь с долгим звуком. Üсь. Рысь. Ись. Вот так краткость и долгота гласных звуков может влиять на значение слов. Итак, мы повторили гласные звуки якутского языка. Хочу отметить, что знание якутского языка благотворно влияет на изучение других иностранных слов. Керсё хадери. Керсё хадери. Создать домашний уют очень хорошо помогают комнатные растения. Да, что там дома, даже в офисе несколько растений в горшочках уже создают свою неповторимую атмосферу. Да, пора готовиться к зиме и приобрести что-нибудь. Чтобы эта атмосфера радовала нас как можно дольше, растения нужно правильно поливать. А как, мы расскажем вам прямо сейчас. Доброе утро, уважаемые телезрители! Сегодня я хочу вам рассказать про правильный полив растений, потому что очень часто наши растения погибают из-за того, что либо мы их переливаем, либо не доливаем. Что такого в поливе, да, можно как бы подумать, но полив тоже имеет свои нюансы и особенности, о которых я хочу сегодня вам рассказать. Для примера я сегодня принесла растение в прозрачном горшке, и на котором я хочу показать, как мы поливаем. Обычно мы поливаем чуть-чуть сверху, и, как мы видим, вода не проходит до конца, тем самым вода не увлажняет полностью все корни растений. Так, каким же образом нужно поливать? Берем и обильно проливаем растение до тех пор, пока вода не начнет литься с дренажных отверстий. Как вы видите, вот вода стекает, и здесь мы видим, что почва полностью увлажнилась. Тем самым корни наших цветов будут напитаны живительной влагой. Второй способ – это метод погружения. Когда мы в емкость добавляем воду и ставим растение. То есть мы можем оставить растение в таком виде на полчаса, час, 2 часа, в зависимости от объема горшка, и заниматься своими делами. Таким способом лучше поливать вьющиеся длинные растения, потому что когда мы поливаем сверху такие цветы, влага не будет доходить до всех листьев и для всех веток. А когда растение будет у вас стоять в емкости, оно впитает столько влаги, столько воды, сколько нужно для растения, для того, чтобы оно нас радовало. После того, как растение у нас напиталось достаточно влагой, необходимо немножко потрясти горшок, потому что нам необходимо убрать излишки воды. Наверняка, то есть мы знаем, что когда вода застаивается в горшке, корни начинают гнить. Поэтому оттряхнули и поставили цветок на свое место. Продолжаем делиться интересными новостями. Жителей и гостей столицы приглашают посетить выставку «Снайпер Саха» до 5 сентября в Кондрагмет по улице Кирова, 12. На выставке представлены графика, живопись и скульптура. Наиболее интересными портретами героев войны на выставке является портрет снайпера Кульбертинова Ксенофонта Пшенникова, портрет ветерана Великой Отечественной войны Ефимова Петра Захарова, выполненный в бронзе, а также портрет одного из зачинателей снайперского движения Сафрона Бушкова. На выставке представлены портреты снайперов. В первую очередь это работа Марианны Лукиной, нашего известного живописца. Она представила на выставку портрет своего родственника Сафрона Бушкова. Сафрон Бушков был очень такой грамотный, молодой, красивый якутянин, который отправился на войну буквально в первые дни, в 1941 году.
и показал себя как храбрым человеком. Он один вступил в схватку с 30 немецкими автоматчиками. И более половины из них он уничтожил. После вот этого события было собрано собрание, где решили, что вот воинов-якутян нужно как раз использовать на военных действиях вот именно в качестве снайперов. Также выставочный зал Кирова-12 приглашает 5 сентября в 16 часов на творческую встречу проявлений с деятелями искусств Марианной Лукиной, Никитой Ажаковым и Иннокентием Корякиным в рамках публичной программы выставки «Снайпер Саха». Ну а далее мы передаем слово нашим коллегам из блока новостей. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях в республике, стране и мире. Айсан Николаев обозначил приоритетные задачи для правительства Якутии в ходе планерного заседания с членами Кабмина. В центре внимания участие региона в F2025, кормозаготовительная кампания и подготовка к отопительному сезону. Отдельным блоком на совещании рассмотрели ход сельскохозяйственных работ. По предварительным данным, республика заготовила 394 тысячи тонн сена, что составляет 91% от плана. С учетом запасов прошлого года и работы мобильных бригад, итоговый показатель достигнет 94%. Это около 410 тысяч тонн. В числе приоритетных задач и подготовка к отопительному сезону. Как доложили на совещании, к зиме готовы 75% котельных и теплосетей. За 10 лет участия в Восточном экономическом форуме Якутия заключила более 200 соглашений. Общий объем инвестиций, по которым превысил триллионы рублей. Итоги подписанных соглашений заметны в самых разных сферах, в том числе построен тепличный комплекс в Саюре, возведен новый учебно-лабораторный корпус Малой академии наук, обновлен автобусный парк, а также арктические районы подключены к волоконно-оптическим линиям связи. Реализация проектов позволила создать свыше 9 тысяч новых рабочих мест и повысить качество жизни якутян. Отмечу, на ВФ этого года ожидается подписание порядка 30 новых соглашений, охватывающих широкий спектр направлений. Как генетика помогает выявить серьезные заболевания и чем она может помочь в лечении? На эти и другие вопросы отвечают ученые республики и других регионов страны. Приглашенные эксперты поделились опытом, как анализировать некодирующие регуляторные участки генома, а также представили доклады, связанные с геномикой сердечно-сосудистых заболеваний. Якутские же врачи, в свою очередь, рассказали о становлении генетики на территории региона. Конференция «Новые горизонты генетики. Путь к персонализированной медицине» проходит на базе Национального центра медицины и продлится до 3 сентября. Мы хотим попробовать создать, включить тех, кто проходит обследование в этом замечательном учреждении, в несколько национальных регистров больных, которые подвергаются специальному генетическому обследованию. В ближайшие планы включить данный центр в ряд идущих уже достаточно крупных, очень интересных проектов по применению геномных технологий для раскрытия таких необычных заболеваний мышц, поиску биомаркеров в эпилепсии, которые плохо отвечают на лекарства. В преддверии военного парада в Пекине в Москве презентовали книгу, посвященную 80-летию окончания Второй мировой. Издание называется «Советско-китайское военное братство против японской агрессии». Авторы собрали в одном томе различные статьи и исследования о вкладе каждой из стран в разгром милитаристской Японии. Напомню, с начала 1943 года многие якутяне служили в войсках, дислоцированных в Монголии и на Дальнем Востоке. Например, 205 наших земляков воевали в 885-м стрелковом полку 17-й армии Забайкальского фронта, а в ожесточенных боях за Хайлар и при преодолении Большого Хингана отличились десятки уроженцев Якутии. Подвигами бойцов самых разных наций в книге уделено особое внимание. Использованы архивы как отечественных, так и зарубежных авторов. И здесь есть материалы и китайских авторов, и даже японских. А иллюстрирован он уникальными, ни разу еще никогда не публиковавшимся здесь китайскими плакатами того времени, взятыми из архива, что тоже очень интересно. Очень бы хотелось, и кое-какие усилия мной предприняты, чтобы эта книжка попала, в Пекин.
Тамбовская средняя школа номер 6 отметила вековой юбилей. Пройдя славный путь, она стала воспитательным и социокультурным центром района. Не раз участники образовательного пространства входили в число лучших не только в районе, но и в России. Особой гордостью школы являются тысячи выпускников, среди которых руководители предприятий, врачи и учителя. В рамках обширной культурной программы участники юбилейного события окунулись в историю школы, прошли маршем на праздничном параде, а также выпускники заложили капсулу времени. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Продолжаем делиться полезной информацией. Сегодня наш разговор будет полезен всем управляющим, владельцам гостиниц, баз отдыха и кемпингов. С 1 сентября 2025 года вступил в силу важные изменения в законодательстве. Своевременное прохождение процедуры самооценки является ключевым фактором для дальнейшей устойчивой работы в легальном поле и развития туристического бизнеса. Бизнес подтверждает, что процедура понятная и быстрая. Как ее пройти, каковы главные моменты, нам расскажет заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма Якутии Мария Карпова. Мария, доброе утро. Доброе утро. Вот какие изменения произошли с 1 сентября именно в вашем направлении? Да, с 1 сентября все базы отдыха, как вы сказали, кемпинги, глэмпинги, санатории должны пройти средства размещения, должны пройти самооценку и встать в реестр Федеральной службы Росаккредитации. Как это сделать? Это сделать элементарно. Вы просто заходите на сайт Росаккредитации, там вас на каждом углу говорят: пройдите самооценку, нажимаете на инструкцию, и там поэтапно прям расписано, что вам нужно сделать. Если вы предприниматель, вы обязаны быть предпринимателем, нажимаете, проваливаетесь в эту ссылочку, и там вам прям по шагам расписывают, что вы должны сделать. Вы должны указать количество номеров, где ваша база расположена, есть ли там полотенчики, душ, ну то есть все описать. Это у вас займет по времени примерно 1 час. Но это обязательно нужно сделать, потому что с 1 сентября, если вы этого не сделали, то ваше средство размещения будет удалено со всех агрегаторов, со всех турсообществ, со всех туроператорских предложений. Почему? Потому что вы считаетесь нелегальным человеком, который делает бизнес. Ну, надо было успеть до 1 сентября или еще есть какое-то время? Еще есть время, люфт до 6 сентября. После 6 сентября закон уже прям набирает силу. Да, сегодня 3 сентября. Хотя у меня нет турфирмы, но я почему-то заволновался. Осталось 3 дня. Тон снижу, напряжение. Что будет, если не пройти самооценку? Если не пройти самооценку, то вы считаетесь нелегальным предпринимателем, и на вас накладываются штрафы. Штрафы могут достигать до 500 тысяч рублей. То есть это серьезно, и плюс к вам приходит налоговая, проверять все ваши документы, все возможные проверки к вам приходят. То есть бизнес, по сути, будет закрываться. Да. Расскажите об этапах классификации, какие важные моменты еще можно отметить? Да, смотрите, классификация, первый этап – это именно самооценка. Самооценка проходится бесплатно. После того, как вы прошли самооценку, она действует в течение 3 лет. Вам нужно еще будет пройти классификацию. Классификация – это присвоение звезд. Это делает специальный специалист. У нас есть торгово-промышленная палата, такой специалист, но ему нужно доучиться, потому что он 3 года назад проходил обучение, сейчас все-таки все изменилось. Вот. Но у нас есть телефоны в агентстве по развитию туризма, у нас в Министерстве предпринимательства, торговли и туризма, где предприниматель может выйти, и мы ему дадим все наши контакты, которые есть, для того, чтобы ее пройти. Даже есть в некоторых, например, в Туле люди, которые проводят аккредитацию, практически не выезжая. Плюс, почему мы пытаемся собрать эти предпринимательские сообщества, потому что привести специалиста, если нужно будет привести, то это действительно дорого стоит. Ну, то есть 200 тысяч его услуга примерно, и 200 тысяч к нам сюда долететь, разместить. Ну, разместить, слава богу, у нас есть где. Вот. И суть в том, что мы хотим их собрать в сообщество, чтобы один человек оказал всем услугу, и вскидку, это, ну, как бы вместе, если объединиться, то будет дешевле. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь к нам, выходите, мы не кусаемся пока что. До 6 сентября. Но еще какие важные моменты нужно отметить с учетом изменений с 1 сентября? То есть что должен знать предприниматель, который работает в области туризма и размещения? Да, я здесь повторюсь о том, что все туроператоры, все агрегаторы, это домики ЕКТ, это Тугис, это Яндекс, все, если у них размещается средство размещения, которое не прошло самооценку, заметьте, не классификацию, самооценку, то этот агрегатор, этот туроператор тоже накладывается на него штраф. За повторное обращение, например, житель говорит о том, что вот у него не было самооценки этого средства размещения, то штраф увеличивается.
То есть, например, если есть, ну, грубо говоря, барнхаус, да, они сейчас распространены, если он не прошел самооценку, это тоже... Да, это влечет. то же самое влечет. Есть ли объекты, освобожденные от обязательной классификации и самооценки? Да, есть. Это специализированные санатории, которые не должны проходить эту самооценку. Вот. А также хотела очень важно сказать к предыдущему вопросу о том, что когда вы размещаете сейчас рекламу, вам нужно обязательно номер из реестра выкладывать. То есть и по этому номеру как раз-таки все ваши агрегаторы смогут вас проверить. Ну и по ИНН, естественно. То есть... Есть уже те, кто успел пройти самооценку? Да, у нас прошло 44%. К сожалению, это очень мало. У нас зарегистрировано 218 коллективных средств размещения, из них 44 только, 44% прошло. Это примерно 98. Но мы можем надеяться, что все крупные... Крупные все прошли, мы их курируем, руку держим на пульте, потому что они как законодатели МОД, можно сказать. Вот. Остальных мы прозваниваем день и ночь, рассказываем. Многие говорят, мы первый раз слышим, но мы делаем все возможное, чтобы про нас, чтобы они узнали про эту процедуру. Она действительно безболезненная, просто нужно сесть и сделать. Это предприниматели на меня лично, например, выходят и говорят: Мария Эдуардовна, как пройти, расскажите. Я говорю, скидываю все инструкции поэтапно, на Рутюбе видео скидываю, как это пройти, вот прям тебя ведут там. Я говорю, я с вами с радостью встречусь, я с вами сяду за ручку, если вы сделаете вот эти этапы. Ну-ка, еще никто не пришел. Ну, то есть, чтобы я с ним села за ручку, потому что все действительно понятно. Ну, вроде все справились. Да, все справились. Это радует. Получается, что те, кто не прошел самооценку, те, кто классификацию в последующем придут, они не имеют права размещать постояльцев, и, соответственно, вы будете их, какие меры предпринимать? То есть, помимо штрафа, есть ли ограничения деятельности? Да, конечно. Ну, то есть, они нелегальной деятельностью занимаются. Что у нас происходит с нелегальной деятельностью? Ну, бизнес должен закрываться. То есть, прямо ограничение размещения? Да, так и есть. Ну, возможно, что сейчас кто-то присоединился к нам, можно повторить, допустим, что нужно сделать и до какого числа. Пожалуйста, дорогие предприниматели, которые работают в области туризма, туроператоры, агрегаторы, которые размещают информацию о домиках, о средствах размещения. И главное, те, кто оказывает услуги по средству размещения, пройдите самооценку. У вас есть время до 6 сентября. Зайдите на сайт Росаккредитация. Там вас прям повсюду будет пестрить реклама о том, что пройти самооценку здесь. Нажимаете на инструкцию, и правда, это у вас займет примерно час. Если есть какие-то проблемы, технические проблемы, мы вам дадим все группы федерального значения уровня для того, чтобы у вас все прошло бесшовно и очень гладко. Также обращайтесь с вопросами в Ассоциацию гостеприимства, которая у нас есть тоже, в Агентство по развитию туризма и, конечно же, к нам в Министерство предпринимательства, торговли и туризма. Мы все заинтересованы в том, чтобы вы ее прошли. Спасибо большое. Да. Приходите еще, да, если будет такая большое. же полезная информация. Дорогие друзья, но у нас вообще, помимо размещения, еще обмен, так сказать, гостями. Российское образование рушит границы. Вузы Приморского края продолжают наращивать число иностранных студентов, которые выбирают наши университеты для получения знаний и профессий. Они приезжают из жарких тропиков и заснеженных гор, из многомиллионных мегаполисов и маленьких провинциальных городков. Их объединяет одно – мечта получить качественное образование и открыть для себя Россию. О том, как учатся и адаптируются в России будущие специалисты из-за рубежа, в следующем сюжете. Привет, Дальний Восток! На связи Владивосток. К нам в Приморье едут студенты не только из разных регионов, но и из других стран. Почему они выбирают Приморье и за что полюбили Россию, расскажем в сюжете. Русская песня из уст иностранцев впечатляет. Китай, Индия, Колумбия. В университетском академическом хоре собрались ребята из самых разных стран. Для Ван Е из Поднебесной это возможность раскрыть свой творческий потенциал и подтянуть русский язык. Студент первого курса магистратуры по специальности социальное управление с удовольствием принял предложение родителей учиться в России. Сегодня он постоянный волонтер университетских мероприятий, призер конкурса «Голос Владивостока-2025». Россия – это хорошая страна. И это китайская, как сказать, хорошая дружба. И это тоже рядом со мной. Я могу познакомиться с разными студентами из разных стран. Как для тебя русский язык? Русский язык всегда для всех сложный.
Каталина Эрнандес из Колумбии учится на факультете лечебное дело. В Россию влюбилась с первого взгляда. Я хотела учиться медицине, но медицина в моей стране очень дорого. И тоже я видела сказано, что здесь, в России медицина очень хорошая. Тогда я согласилась с моими родителями, что будет лучше здесь учить. Это сложно, конечно, потому что я учусь на русском языке, но очень хороший, мне очень нравится. Учеба сложная, но сил и энергии хватает и на хобби. 3 года назад заинтересовалась акробатическим рок-н-роллом. Вступила в сборную университета. Сегодня уже лидер команды. Девчонки занимают места на международных соревнованиях. Свой коллектив называют маленькой интернациональной семьей, а руководителя коллектива – второй мамой. Они дружат, они общаются как-то между собой. То есть вначале стесняются как-то еще, потом в процессе тренировочного процесса они все становятся друзьями, и нет вот этой грани, кто с какой страны. Это настолько здорово. Помимо учебы у ребят огромные возможности для развития. Они волонтерят на международных форумах и сами организовывают мероприятия. А ведь еще недавно даже готовить не умели. Некоторые ребята приезжают у нас без опыта какого-то ведения домашнего хозяйства, если можно так сказать. То есть как раз это одно из достижений очень у многих ребят, когда они говорят, что я здесь в первый раз что-то приготовил. Я здесь научился пришивать пуговицы. Не потому что они ленивые, потому что им не было необходимости раньше делать это. А тут они попробовали все в первый раз. Иностранные студенты едут учиться в Приморье целыми семьями. Выучился старший брат, рассказал красочные истории младшим, и вслед за ним они тоже поступают в ДВФУ. Многие остаются работать в России и даже создают здесь собственные семьи, окончательно влюбляясь в страну и ее жителей. Мне кажется, здорово, что к нам приезжают из разных уголков. Это говорит о том, что у нас, правда, высокий уровень образования. Но самое главное, самые доброжелательные студенты и преподаватели. Прям видно, что у них хорошее настроение. Желаем вам такого же прекрасного настроения. Оставайтесь вместе с нами. Что думаешь? Я предлагаю встретиться с нами также завтра в это же время на телеканалах Якутия-24 и НВК «Саха». И по традиции мы желаем вам хорошего, продуктивного, бодрого дня. Это было «Утро Якутии». Все-таки песню не спел. Как не просили. Будем ждать завтра. До завтра!